Почему для тебя и для других представителей чеченского народа важно это событие в День независимости Грузии сказать о первом президенте независимой Грузии Звяде Гамсахурде и даже назвать мероприятие, организовать мероприятие в честь памяти первого президента? Инна, Звяд Гамсахурди не только первый президент Грузии. Звяд Гамсахурди – это символ свободы и независимости всего Кавказа. С именем Звяда Гамсахурди связано очень многое с восстановлением нашей государственности, борьбы чеченского народа. И я думаю, не только чеченского народа, но и народов всего Кавказа. Избрание Гамсахурди президентом Грузии, оно являлось эпохальным событием на Кавказе, на самом деле. И почему вот весь имперский нарратив, который веками угнетал народы, не только народы Кавказа, и руководствовался принципами «разделяй и властвуй», вот с этого времени и раздробление, и разрушение солидарности, единства Кавказа началось именно тогда. И русские имперцы очень грамотно, учитывая опыт свой, многовековой опыт, они использовали свои все методы, и они, конечно, сделали так, что мы получили то, что мы имеем сегодня. Это разобщенность, это разночтение, это разногласие. Так как мы и правительство Чеченской Республики Ичкерия, и все люди доброй воли сегодня поставили перед собой задачу объединить народы Кавказа, отойти от конфронтационных каких-то всплесков и сбросов, которые мы получили в течение вот всего этого периода. Правительство наше с другими представителями мы создали комитет по восстановлению кавказских государств. И в этой связи, когда мы ведем работу на консолидацию, имя Звяда Гамсахурди, Джохара Дудаева, они очень многое значат, они символичны, они работают именно на копилку для объединения и для создания. И поэтому вот в канун, завтра будет День независимости Грузии, мы решили сегодня провести в Брюсселе здесь вот мероприятие, посвященное памяти, и под международный шахматный турнир, и назвали его в честь имени Звяда Гамсахурди, потому что это событие мы на самом деле приурочили к завтрашнему Дню независимости. И я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех свободных людей Грузии с наступающим завтрашним Днем независимости. И вот сегодня это очень примечательно опыт и борьба грузинского народа, чеченского народа, который мы начали в 90-е годы после развала Советского Союза. И вот сигналы, месседжи, которые давали Звяд Гамсахурди, Джохар Дудаев, всему мировому сообществу, к большому сожалению, они не были услышаны. И мы сегодня расхлебываем вот именно то наше равнодушие и тот период, когда мы решили дистанцироваться от этой проблемы, закрыть глаза и позволить русским сделать то, что они сделали. А было очевидно, что они придут сегодня к сегодняшней ситуации. Возрождение Российской империи, оно не может пройти безболезненно или не может не сказаться на соседях этой страны. И сегодня Европа действительно уже из-за войны в Украине, они понимают, что следующими, может быть, страны Европейского Союза. И вот на фоне всех вот этих событий сегодня очень важно нам вспомнить и Звяда Гамсахурди, и, естественно, вместе с ним и Джохара Дудаева. И поэтому я думаю, что это очень важное событие, и я очень признателен всем, кто сегодня принимает участие в этом мероприятии. Спасибо большое. И, как ты правильно сказал, борьба и чеченского народа, и грузинского народа продолжается сегодня в Украине. И ты только что вернулся из очередной поездки в Украину. Ты был в Киеве, встречался с политическими деятелями, с руководством Украины. Каковы впечатления от вот этого пребывания? Это наверное, самый острый такой момент
мы переживаем сейчас, это в связи с событиями, связанными не только с войной Украины, но и с позицией Соединенных Штатов Америки, и вот как складывается все вокруг возможных так называемых переговоров или диалога с Россией, возможного перемирия или же урегулирования украинско-российского конфликта. Конечно, в этой ситуации мы как в дежавю, да, мы очень хорошо, я помню все эти события, которые начинались 30 лет назад, и мы живем в этот же период. Вот те же манипуляции, те же попытки ввести какие-то новые, перевести вот потрясающее свойство и умение подменять ценности. Вот сегодня Россия, являясь абсолютным агрессором, ведя захватническую войну, она потихоньку, вот в течение 3 лет, не добиваясь военных побед в этой ситуации, но добивается политических успехов. Они сегодня, Путин представляет войну, захватническую войну в Украине, освободительной войной. И вот сам факт, что его слушают, и ему позволяет в этом направлении, это просто верх цинизма. Или это непонимание вообще, что происходит в мире, или вообще непонимание. Или же это такое бесхребетная попытка закрыть глаза, уйти от ответственности, и пусть все будет как будет, лишь бы это сегодня меня не коснулось. Вот в этой ситуации, конечно, мне очень симпатична позиция украинского руководства, которые недвусмысленно заявляют и готовы, и настроены на то, чтобы продолжать борьбу, и, как они озвучили, добиваться справедливого мира. Справедливый мир – это децентрализация России, это привлечение к ответственности военных преступников, это моральный, материальный ущерб, возмещение этого ущерба и, конечно же, очень серьезная правовая оценка и создание новых структур мироустройства и стабильности. Не только европейской стабильности, но и стратегической стабильности во всем мире. Вот этот процесс мы сейчас переживаем. И Чеченская республика, и все люди, которые неравнодушны к событиям и думают о своем будущем, вовлечены в этот процесс. И я думаю, что мы добьемся желаемого результата в этой ситуации.